завершающий отчет правительства Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Но, как мы знаем, это такая добрая традиция, значит, отчитываться перед населением вот в такой прямой, открытой форме. И это проходит уже 21-й отчет правительства перед населением. И вот в последние дни, с 11 марта, члены правительства отчитывались перед жителями города Якутска. Прошло 8 отчетов в разных поселках, в разных округах и микрорайонах. И всего в этих отчетах приняло уже более 1000 человек вот, непосредственно участие, смогли задать вопросы руководителям республики, получить действенные ответы. И вы знаете, что все вопросы, которые сегодня будут заданы, все предложения, которые прозвучат, все это будет внесено в протокол, поставлены конкретные сроки, исполнители. Поэтому, конечно, для нас, для города Якутска, для жителей города Якутска, это очень важное мероприятие, важное событие, от которого зависит вообще скорейшее решение тех вопросов, которые нас с вами больше всего беспокоят. Разрешите, пожалуйста, предоставить слово председателю правительства Республики Саха-Якутия Владимиру Викторовичу Солодову. Сейчас, уважаемые жители города Якутска и пригородов, разрешите мне от имени правительства Республики Саха-Якутия начать, как уже Савдан Владимировна сказала, заключительное мероприятие в рамках отчета правительства Республики Саха-Якутия за 2018 год. Действительно, отчет показал свою эффективность и является признанной лучшей практикой не только в Республике Саха-Якутия, но и по всей России. И для нас, как для правительства, очень важно сохранять прямой контакт, быть открытыми по-настоящему для граждан. И сегодня мы постараемся в заключительном мероприятии ответить на все те вопросы, которые вас волнуют. Все они будут зафиксированы в протокольном виде и доведены до результата, до решения тех моментов, которые будут обозначены. Мне очень приятно, что сегодня в отчете, помимо практически всего состава правительства Республики Саха-Якутия, помимо главы города Якутска Савдана Владимировна Аксентьева, принимает участие представительная делегация законодательного собрания ИЛТУМЭН во главе с Петром Васильевичем Гоголевым, председателем ИЛТУМЭН. И это показывает, что мы на практике реализуем тот принцип, который был провозглашен главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым, когда он объявил 2019 год годом консолидации. Переходя к отчету за 2018 год, безусловно, 2018 год для нас по многим параметрам был переломным. Он для нас запомнится как год значимых политических событий. В 2018 году, около года назад, мы избрали президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В сентябре состоялись выборы главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, выборы главы городского округа Якутск Савдана Владимировны Аксентьевой и целого ряда других муниципальных образований. Мы масштабно отметили целый ряд мероприятий. В видеоролике, который транслировался, о них уже шла речь, но хочу отдельно еще раз отметить событие, которое стало знаковым для всех и для меня лично. Это 125-летие видного государственного и общественного деятеля республики, одного из основателей государственности, Платона Алексеевича Юнского. И очень знаменательно, что как раз в дни празднования его 125-летия его имя было присвоено аэропорту города Якутска. Когда я возглавил правительство Республики Саха-Якутия в июне 2018 года, перед нами стояло два основных ключевых вызова. Первым из них было обеспечение ликвидации последствий разрушительного паводка, который обрушился на нашу республику и который был сильнейшим за более чем 18 лет прошедших. И вторая задача была обеспечить сбалансированность государственного бюджета, который, к сожалению, находился в крайне плачевном состоянии, и разрыв между документированными доходами и расходами превышал 15 миллиардов рублей, приближался к цифре 20 миллиардов рублей. Могу с уверенностью сказать, что с обоими этими вызовами правительство Республики Саха-Якутия
справилась успешно, показав сплоченную эффективную работу, но и также не могу не отметить, что получилось это сделать благодаря беспрецедентной поддержке со стороны федеральных органов государственной власти, лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который держал на контроле вопросы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя правительства Российской Федерации, который в рекордные сроки принял необходимые решения для того, чтобы ни один гражданин Республики Саха-Якутия не остался наедине один на один с настигшей его бедой. До каждого гражданина была доведена соответствующая помощь, каждый получил ту поддержку, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. В 2018 году Республика Саха-Якутия укрепила свой статус наиболее крупной и наиболее быстро развивающейся экономики Дальнего Востока. Наш валовый региональный продукт по предварительным оценкам превысил впервые за всю историю 1 триллион рублей. И это значительная цифра, которая стала возможной благодаря реализации целого ряда знаковых инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере промышленности, в сфере системообразующей для нашей экономики. Мы поставили ряд рекордов в сфере добычи золота, нефти, газа, а в 2019 году мы ожидаем долгожданное для всей страны событие — запуск газопровода «Силы Сибири» и начало экспорта газа, добываемого в Якутии на Чаединском месторождении. В Якутии 2018 год был объявлен годом занятости, поскольку успехи экономики крайне важны, но важны только поскольку они создают основу, платформу для благосостояния каждого и гражданина нашей республики. В рамках реализации года занятости мы приняли участие в общей сложности более 25 тысяч человек. И в результате проведенных мероприятий численность безработных в целом по республике снизилась на 17%. Отдельно хочу отметить лучшие практики, которые были реализованы в городе Якутске. Это в первую очередь молодежная биржа труда, которая функционирует с прошлого года и которая нацелена на трудоустройство молодежи, одной из наиболее важных целевых аудиторий, когда мы говорим про борьбу с безработицей и трудоустройство наших кадров. Второй проект, который я хочу отдельно отметить, это проект «Местные кадры в промышленность», потому что успехи нашей промышленности будут еще более значимы, еще больший вклад будут осуществлять в благосостояние каждого из нас, если основная доля тех, кто заняты в промышленных, на высокооплачиваемых, высококвалифицированных рабочих местах, которые создаются, будут, конечно, граждане нашей республики. Именно поэтому мы не только не собираемся останавливаться на достигнутом, но считаем те результаты проекта «Местные кадры в промышленность», которые уже достигнуты. А я напомню, что в 2018 году в общей сложности было трудоустроено 6 тысяч человек, а количество участников этого проекта, промышленных предприятий, увеличилось с 5 до 20 предприятий. Но, тем не менее, все это для нас лишь первый шаг, и мы планируем активно наращивать реализацию данного проекта в последующие годы. И город Якутск, безусловно, должен сыграть особую роль в реализации этого проекта, поскольку именно Якутск является центром подготовки кадров, центром, где сосредоточены наиболее высококачественные учебные заведения, тем местом, куда стекается молодежь и где она находит свой путь в дальнейшую профессию. Два слова хотел сказать по поводу сельского хозяйства, важнейшей отрасли нашей экономики. Она также продемонстрировала положительную динамику, и в 2018 году валовая продукция оценивается более чем в 26 миллиардов рублей. Сельское хозяйство важно еще и поскольку большая часть населения, и особенно население, находящегося в уязвимом положении, за чертой бедности, проживает именно в сельской местности. Поэтому для нас развитие сельского хозяйства, наращивание промышленного оборота сельской продукции, наращивание экспорта, повышение производительности труда в этой сфере остаются в числе важнейших приоритетов. Не менее важными, безусловно, для нас была работа по укреплению социальной базы, по развитию инфраструктуры социальных объектов. Мы все знаем, что в Республике Саха-Якутия, к сожалению, изношенность социальной инфраструктуры, потребность в реконструкции или восстановлении аварийных школ, детских садов, аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, наверное, одна из самых больших в стране.
Тем не менее, в последние годы мы задали серьезный темп решения этой проблемы, этого наболевшего вопроса. В 2018 году по всей республике было введено в общей сложности 54 социальных объекта. Из них построено 23 детских сада, введено 10 школ. Несколько крупнейших знаковых объектов было введено в городе Якутске. В первую очередь завершено строительство перинатального центра, завершено строительство Якутского онкологического диспансера в первую очередь. Важным событием для всего Дальнего Востока, не только Якутии, стало открытие первого парка высоких технологий IT-парка в городе Якутске. Также хочу отметить знаковое для города Якутска событие водоканала, который создал устойчивые предпосылки для устойчивого водоснабжения, обеспечения качественной питьевой водой жителей нашей столицы республики, столичной агломерации. Возвращаясь к городу Якутску, хотел отдельно отметить те социальные объекты, которые были введены в 2018 году. Всего это было 8 социальных объектов, 3 школы, они были упомянуты в ролике, не буду останавливаться. Отдельно хочу отметить, что прямым поручением президента Российской Федерации были выделены средства для выкупа зданий и для решения последующего крайне острой, крайне наболевшей проблемы, связанной с переполненностью классов и с дефицитом мест в школьных учебных заведениях. Также было введено 3 детских сада и целый ряд других объектов социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура создает основу для достойных условий жизни каждого гражданина республики, каждого гражданина, проживающего в городе Якутске. Но все это делается только для того, чтобы уровень жизни был достойным. Другим компонентом решения этой задачи является выполнение поставленных перед нами, стоящих перед нами социальных обязательств. И я могу сказать, что в 2018 году все задачи, которые поставлены были перед Республикой Саха-Якутия президентом Российской Федерации в так называемых майских указах 2012 года, были выполнены в полном объеме. В первую очередь это касается серьезного повышения заработной платы педагогическим работникам, врачам, работникам культуры, науки, а также социальным работникам. По ряду данных категорий заработная плата повысилась кратно. Так, для работников высшей школы она повысилась около 5 раз, повышение составило, для работников школьного образования, для педагогов школьных повысилась более чем в 3 раза. Одновременно у нас сложился ряд дисбалансов, связанных с тем, что те категории сотрудников, которые не вошли в так называемые указные специальности майских указов, по ним заработная плата была заморожена ввиду дефицита средств. Сейчас мы постепенно начинаем решать эту задачу, и уже с 1 января 2019 года заработная плата для иных категорий бюджетных сотрудников увеличена на 4%. Безусловно, это первый шаг, но мы будем планомерно по нему двигаться, решая эту задачу. Также хочу отметить, что в 2018 году был серьезно увеличен минимальный размер оплаты труда по республике. Средний размер увеличился с 17 тысяч рублей до почти 28 тысяч рублей. А в общей сложности рост с 2012 года составил 3,3 раза. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, ключевой задачей, которая остается очень остро стоять перед Республикой Саха-Якутия, перед правительством она стоит, передо мной лично она поставлена главой республики в качестве персональной задачи, это снижение уровня бедности. Потому что, к сожалению, будем честными, несмотря на экономический рост, который достигнут, уровень бедности находится на недопустимо высоком уровне. Он превышает 20% у нас в республике. При той силе экономики, при том объеме природных богатств, при той промышленности, которая у нас есть, конечно, это недопустимая ситуация, и мы намерены с ней бороться. Перед нами стоит задача к 2024 году сократить уровень бедности в 2 раза, до 10%. И первые сокращения уже должны произойти в 2019 году. Прямо в настоящее время, буквально сегодня в правительстве мы проводили очередное совещание по рассмотрению комплексного плана по снижению бедности, и после его доработки он, безусловно, подлежит общественному обсуждению, принятию и безусловному восстановлению.
к числу категорий населения, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства, конечно, относятся семьи с детьми. В общей сложности на меры социальной поддержки было направлено в 2018 году 13,5 миллиардов рублей. И целый ряд направлений, я хотел отметить, в 2019 году принято новых мер по поддержке именно семей с детьми. Так, указом главы Республики Саха-Якутия с 14 февраля этого года установлены новые беспрецедентные меры поддержки, направленные на поддержку рождаемости и семей с детьми в Республике Саха-Якутия. В общей сложности до 2024 года на эти новые меры поддержки будет направлено практически 20 миллиардов рублей. Это выплата при рождении и усыновлении первого ребенка, единовременные денежные выплаты в размере двукратного размера прожиточного минимума 33 812 рублей. Это мера, связанная с выплатой при рождении или усыновлении второго ребенка 30% регионального материнского капитала в размере от федерального материнского капитала 136 тысяч рублей. И при рождении и усыновлении третьего и последующих детей для тех семей, в которых среднедушевой доход не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения у нас в республике, будет ежемесячная выплата в размере почти 17 тысяч рублей, 16 900 рублей. Хочу остановиться вот на этой последней мере. Она часто вызывает вопросы, поскольку ограничена только семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину среднедушевого денежного дохода. Но с учетом достаточно высокого значения, превышающего 40 тысяч рублей, основная часть семей с детьми, в которых трое детей, будут иметь право на получение данной преференции. Кроме того, президентом Российской Федерации уже объявлено, что в будущем мы будем снижать эту планку и еще сильнее распространять доступность данной меры поддержки. Еще раз хочу подчеркнуть, что поддержка семей с детьми для нас остается ключевым направлением борьбы с бедностью, поскольку большая часть, основная часть семей, относящихся к семей за чертой бедности, именно те семьи с детьми, семьи многодетные. И мы будем постепенно, планово, без отступления двигаться по оказанию адресной целевой помощи данной категории населения. Возвращаясь к социальной сфере, не могу не отметить сферу здравоохранения. У нас в республике продолжительность жизни самая большая на Дальнем Востоке. Этому способствует увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Такую помощь в 2018 году получили 8 тысяч человек, и рост составил 20%. Не могу здесь не отметить серьезные решения, которые были приняты вчера на федеральном уровне, на уровне заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева. Было принято решение о финансировании за счет федерального бюджета строительства кардиологического центра в городе Якутске. Это долгожданное для нас событие, мы много лет шли к нему, и вот вчера, наконец, оно получило поддержку. Объект общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей будет профинансирован уже начиная с этого года за счет средств федерального бюджета на 90%. И благодаря ему жители города Якутска и жители всей республики смогут получать, будет расширен доступ к качественной помощи специализированных врачей-кардиологов, которые, как мы знаем, относятся к лидерам в своей сфере на Дальнем Востоке и уже проводят уникальные операции, но теперь у них будет возможность расширять количество этих операций, а у наших граждан будет облегчен доступ к этому виду высокотехнологичной медицинской помощи. Можно достаточно долго перечислять те направления, которыми мы занимались в сфере социального развития. Я лишь один момент еще упомяну, чтобы нам осталось время больше для вопросов. Это вопросы, связанные с образованием. Опять же, вчера было принято решение о том, что будет профинансировано дополнительно к тем объектам образования, которые уже финансируются, строительство школы в Кангаласах, в непосредственной близости от территории опережающего развития, а также начнется в этом году уже реализация строительства круглогодичного оздоровительного центра «Полярная звезда» в районе Табагинского мыса, который должен стать
основой для расширения, для следующего этапа развития нашего традиционного лагеря «Сосновый Бор». Мы все знаем, что это замечательный лагерь, в котором тысячи детей проходят круглогодичное оздоровление, но находится в стесненных условиях. Сейчас с этого года мы приступим вместе с частным инвестором и с серьезной помощью с федерального бюджета к строительству нового комплекса зданий для данного всесезонного оздоровительного центра в районе Табагинского мыса. Большая работа в прошлом году проводилась и по линии транспорта. Лишь несколько самых важных моментов отмечу. Что касается дорог. С 2019 года начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которых в агломерации города Якутска уровень дорог, соответствующих нормативу, должен достичь 85%. А в общей сложности на это направление будет направлено почти 9 миллиардов рублей. Беспрецедентная цифра, которая, я уверен, позволит нам привести дороги нашей столицы республики в действительно нормативное состояние и в то состояние, которым нам всем хочется пользоваться. Конечно, главные задачи, которые перед нами остаются и на которые мы планируем сосредоточить наши усилия, это положительные решения о строительстве мостового перехода через реку Лена. Мы движемся к нему планомерно. Также на днях в правительстве очередное совещание по данному вопросу состоялось в правительстве Российской Федерации, я имею в виду. И мы приняли решение, что мы уже непосредственно сейчас, в марте 2019 года, начнем предметную работу по подготовке к предпроектной стадии реализации данного ключевого для республики транспортного проекта, для знакового для нас мостового перехода через реку Лена. Напомню, что также достижением 2018 года стало окончание строительства железной дороги Беркакит-Тамот-Нижний Бестяк. В первом полугодии 2019 года запланирован ввод пускового комплекса уже в текущем функционировании с распространением сниженных тарифов. А в августе 2019 года мы планируем начать первые пассажирские перевозки по данному направлению по железной дороге. Также в 2019 году начата реализация крупнейшего промышленного проекта по судостроению Жатайской судоверфи, в результате которого речной флот получит серьезную модернизацию, а более 700 человек новые высококвалифицированные рабочие места. Последний момент, на котором я не могу не остановиться, это вопрос строительства. Он традиционно относится к тем вопросам, которые больше всего волнуют граждан нашей республики, граждан нашего города. По программе расселения аварийного жилья мы ее успешно, предыдущий этап, закончили в 2018 году. В общей сложности в нее по городу Якутску было включено 226 многоквартирных жилых домов и расселено более 6 тысяч жителей города. В 2019 году начнется второй этап ликвидации аварийного жилищного фонда. Решение об этом уже принято, и он превысит предыдущий более чем в 2 раза. Цифры общие по республике вы тоже уже видели. В общей сложности подтвержденное финансирование составляет более 61 миллиарда рублей. Мы сейчас с федеральным центром, с федеральными органами власти плотно работаем по методике определения стоимости 1 квадратного метра, по точному числу квадратных метров, которые предстоит расселить. Оно должно превысить 1 миллион квадратных метров. Ну и, конечно, значительная часть этой программы коснется города Якутска, как нашего крупнейшего города. Уважаемые коллеги, я хотел буквально назвать задачи ключевые, которые перед нами стоят в 2019 году, прежде чем перейти к вашим вопросам и к ответам на них со стороны правительства республики. Для себя ключевыми задачами 2019 года я вижу 3. Первое, как я уже говорил, это снижение уровня бедности и обеспечение того, чтобы тот экономический рост, который республика показывает в последние годы, я уверен, будет показывать в 2019 году, привел к реальному сдвигу в качестве жизни граждан, к реальному повышению благосостояния. Второе. Это успешная реализация тех этапов национальных проектов президента страны, которые заявлены на 2019 год. Для нас, для правительства, это первоочередная задача.
в 2019 году каждый из вас, уважаемые жители города Якутска, должны почувствовать, зачем эти проекты задумывались, зачем они реализованы, зачем те огромные суммы, которые я сегодня называл, которые вы все слышите в средствах массовой информации, направляются на эти цели. И третье, это то, что тоже я уже говорил, добиться решения знаковых для нас задач, связанных с развитием инфраструктуры объектов капитального строительства. Это мост через реку Лена, онкологический диспансер. К счастью, кардиологический диспансер у нас из этого списка уже выбыл. На всех отчетах до сегодняшнего дня я его тоже называл в качестве ключевой задачи на 2019 год. 2019 год объявлен в республике годом консолидации. Главные цели этого года консолидации – это укрепление взаимного доверия, вовлеченность, личный вклад каждого якутянина в развитие родного города, осознание значимости своего участия в общественной жизни. И я уверен, что те задачи, которые перед нами стоят, невозможно решить без участия каждого из вас. Уверен, что совместными усилиями мы должны с ними справиться, и 2019 год позволит нам сделать еще один решительный шаг к выполнению тех задач, которые перед нами поставлены. Спасибо. Спасибо, Владимир Викторович. Уважаемые участники встречи, в зале установлено 4 микрофона, а также работают статисты, которые, значит, при необходимости, значит, передадут вам микрофоны. Пожалуйста, вопросы. Представляемся, чтобы было слышно фамилия, имя, отчество, откуда. Да, пожалуйста. Микрофоны, будьте добры, вот руки поднимают. Вот микрофоны здесь есть, вот с этой стороны микрофон есть, и вот 2 микрофона по краям, видите, да? Здравствуйте. Меня зовут Поличко Виктор. Болею 36 вопросов у меня. Он уже наболевший. В 2010 году было вынесено решение суда о проведении обязательного капитального ремонта в отношении данного дома. Сейчас 2019 год, никакого решения не исполнено, никаких мер принято не было. Хочу уточнить, почему. За этот период состояние дома ухудшилось, и согласно акту проверки межведомственной комиссии 2009 года было написано, что срочно эвакуировать людей. А за 9 лет состояние дома не улучшилось. И администрация не приняла решение о проведении капитального ремонта, также не было принято решение о капитальном вводимом. В программе капитального ремонта он не включается в тем, что износ этого зоны 70%. Спасибо, Виктор. Ну, поскольку вопрос касается конкретного здания, то Савдан Владимирович, думаю, более точно вам ответит. Да, значит, действительно есть неисполненное до сих пор решение Якутского городского суда 2010 года. Значит, в конце прошлого года первый заместитель главы Владимир Юрьевич Федоров провел совещание по вашему дому. Значит, принят протокол, в соответствии с которым, значит, во втором квартале 2019 года должны начаться мероприятия по, значит, ситуации в вашем доме. Я прошу вас, значит, ко мне подойти отдельно, мы посмотрим с вами протокол, и по мероприятиям я вам все покажу. Я со своей стороны просто хочу обратить внимание, Министерство ЖКХ в части, поскольку вопрос касается капремонта, Министерства строительства, чтобы тоже мы на контроль взяли, просьба вместе с городским округом посмотреть, какие там вопросы стоят, и ту дорожную карту, которая утверждена решением заместителя главы городского округа, мы тоже на контроль поставим, чтобы нам, я абсолютно согласен, что, конечно, вопрос нужно доводить до решения, 9 лет после предпринятого решения вопрос не двигается с места. Не могу сейчас, поскольку лично не погружен в конкретику, сказать, в какие сроки мы его решим, но точно могу сказать, уважаемый Виктор, что по вашему вопросу прозрачная информация вам будет доведена, и вы сможете отслеживать их, и Савдан Владимировна, и я остаемся открытыми, чтобы вы, если какое-то неисполнение будет, напрямую обращались, и мы будем отслеживать, чтобы оно было исполнено. Пожалуйста. Павлова Людмила Васильевна, извините, 61 лет, уродом из поселка Нюрба, Средний округ. Так, в вашем отчете я, как население, не услышала о том, что про пожары в этом году, что-то в этом году слишком много пожаров в городе Якутске, в республике, слишком много. И почему-то в этом году слишком много квартирных краж. И почему-то в этом году слишком много почему-то реклам
про наркопреступления, потому что наркопреступление в этом году в Республике Саха-Якутия молодеет. Как это понять? Молодеет. Ага, можно подумать. Вот поэтому я говорю, у меня предложение, чтобы эти рекламы, которые идут по телевидению Якутия-24, показывали в детских садах и в школах Республики Саха-Якутия, чтобы дети в детсадах с детских лет и в школах знали, что такое наркотики. Потому что они говорят, наркотики, наркопреступность молодеет и до детсада дошло, да. Пусть детсадок знает, что такое наркопреступление. И вот у меня предложение. Вот эти слова наркотик, наркопреступления, вот этим надо вообще забыть. И вообще в окнах надо идти биологу тоже, по Якутску тоже говорю, тоже так, постоянно по телевизору, как идти. А на самом деле, что такое наркотики? Вот я старуха 61 лет, якутка, видно, мордовская рода, не говорю, что наркотики – это лекарство в большом количестве. Наркотики – это кумыс, который каждый год не может обходиться без кумыса. А вот я старуха 61 лет, вот из Нюрнберга, якуты не могу купить в магазине кумыс, смотрю, и вот не беру, не покупаю. А почему? Видно, мордовская кумыс открылась пакет. А потому что вы не население. Пожалуйста, я население не принимать, как себя. Пожалуйста, перед населением отстойте, о чем говорит население. Вот видите, кумыс это тоже наркозависимость, можно так подумать. И вот я предлагаю эти слова, вообще вокруг этого не такая сейчас модное слово такое появилось, паллиативная медицина. Что такое паллиативная медицина? Это медицина, где лечится литература, отказаться врачи в белых халатах. Как могут люди в белых халатах отказаться от людей больных? А чем вот эти паллиативная медицина лечит людей? Второе. Они лечат сильнодействующими лекарствами, тоже наркотики. Я услышал, если можно, ответить, а то я не успею ответить. Все, спасибо. Все, услышал. Спасибо большое, Василий. Я тогда по порядку на вопрос отвечу. Спасибо. Вопросы на два блока я бы разделил. Первый вопрос связан с большим количеством пожаров. Он действительно меня очень тоже волнует. И мы в правительстве специально сейчас разрабатываем комплекс мер по снижению количества пожаров и особенно по снижению числа погибающих в пожарах. Потому что, конечно, это тревожный очень знак. И, к сожалению, по данному показателю мы относимся к числу регионов, в которых это число не маленькое. Правительство занимается этим вопросом, будет продолжена работа по оснащению специальными устройствами квартир и другие меры по снижению количества смертности в пожарах. В отношении наркотиков и вообще вредных продуктов, к которым есть привязанность, алкоголь к ним тоже относится. Вы тоже знаете, уважаемая Людмила Васильевна, что большая дискуссия сейчас в обществе ведется. Мы сейчас и в Заксобрании в Илтумене проводили ряд круглых столов, и на уровне правительства. И вы абсолютно правы, обозначая связь между употреблением наркотиков, алкоголизмом и насильственными преступлениями, а также смертностью от внешних причин. Мы ее сейчас внимательно изучаем, и комплексное решение, в том числе и по ограничению рекламы, в том числе и по продвижению здорового образа жизни и ограничению использования данных вредных веществ на уровне детского сада, ранней школы, планируем предпринять. Обязательно вас и все заинтересованных представителей общественности пригласим к доработке и реализации этих мер. Спасибо большое, Людмила Васильевна, за ваше неравнодушие и активность. Пожалуйста. Так, пока вопросов нет, мне бумажку передали. Есть? Ну, пока вы выходите по записке. Вопрос касается детей войны и мер социальной поддержки. В преддверии 75-й годовщины мы планируем дополнительные меры предпринять. Уже Айсеном Сергеевичем Николаевым в адрес правительства соответствующие поручения даны, и мы сейчас начинаем уже подготовку к празднованию 70-летия. Новые направления будут, безусловно, реализованы в следующем году к знаменательной дате. И могу сказать, что точно каждый
живущий ветеран войны, каждый, к сожалению, уже покинувший нас ветеран, не должны остаться без нашей памяти. Их память должна быть увековечена в статьях, в журналах, в фильмах. Эту работу также мы продолжим, ну и также по, безусловно, повышению качества жизни, в том числе на это направлен закон о статусе детей войны. Мы внимательно смотрим за правоприменительной практикой его и будем выходить с дальнейшими механизмами по его расширению и реализации. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Вот у меня два вопроса. Да? Можно представиться? Да, конечно. Аян Ильич Васильев, депутат Якутской городской думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике. Два момента. В микрорайоне Марха в далекие уже 60-е годы, но более 50 лет назад, было построено исправительное учреждение, которое называется Лилу номер 5, лечебно-исправительное учреждение. Там, где находятся заключенные с формой заболевания туберкулез. С тех пор, конечно, поселок Марха разросся, и сейчас это исправительное учреждение находится практически, скажем так, в пределах поселка. Рядом школа, детский сад. Планируется открытие детского сада через 2 года, надеюсь, это по улице Мелиораторов, это вы знаете прекрасно, да, клуб находится, и вот это соседство, оно, конечно, совершенно не красит. 2 года назад, когда Айсен Сергеевич избрался вторично главой городского округа, этот вопрос, как депутат поднимал, Айсен Сергеевич эту мысль поддержал, что надо ставить правительству вопрос перед федеральным центром, перед Федеральной службой исполнения наказаний, чтобы перенести это заведение куда-то за пределы города. Я понимаю, что вопрос это долгоиграющий, наверное, не одна пятилетка может пройти, но рано или поздно вопрос надо поднимать, чтобы когда-то этот вопрос решился. Это первое. Второй вопрос. Я работник образования, являюсь директором Мархинской школы номер 2. Хотел бы выразить слова благодарности правительству, исполнительным органам власти за всю ту работу, которая была проведена в последнее время по увеличению количества учебных мест. Всем понятно, что нехватка учебных мест – это для нас, для образованцев, наверное, основная проблема в городе. Так же, да? Так, что волнует сейчас педагогическое сообщество города Якутска? Значит, нормативный акт о переходе работы дошкольных образовательных учреждений на 10,5 режим работы дня. Мы считаем, что для города Якутска это совершенно недопустимо. У нас в городе Якутске 17 тысяч детей ходят в муниципальные детские сады, более 5 тысяч в частные детские сады, это получается более 22 тысяч. Да? Если это решение будет принято, то это коснется практически 35-40 тысяч горожан. Мы считаем это, конечно, недопустимо. Хотелось бы, чтобы правительство республики взяло этот вопрос на контроль. Дальше. Сейчас вводится модельное штатное расписание в образовательные учреждения. По этому вопросу также идут серьезные дискуссии. Встречались и в Министерстве образования, образованцы встречались, Федерация профсоюзов подключилась. Там много недочетов. Я сейчас не буду углубляться, потому что там достаточно специфическая тема, конечно, да. Поэтому хотелось бы, чтобы правительство республики тоже с пониманием отнеслось к этому вопросу, потому что, что такое модельное штатное расписание? Допустим, могу пример привести по детским садам. Там не будет такой должности, как кладовщик. Нету должности замдиректора по АХЧ, допустим, в крупных детских садах. И таких моментов очень много. Допустим, нет в школах нет медицинского работника и так далее. Поэтому этот вопрос надо... И последнее. Вы говорили о повышении заработной платы работников образования. Да, в прошлом году работники это ощутили, это все отлично. Но сейчас принимается новое положение в оплате труда, которое разработано Министерством образования. По этому вопросу мы тоже обсуждаем. И есть опасения у городских работников образования, что пойдет некоторое уменьшение заработной платы среди работников столичного образования. Особенно по тем категориям, это учителя с высшей квалификационной категории, с первой. Хотелось бы, чтобы этого не было допущено. Все, спасибо. Спасибо, Аян Ильич. Я тогда по порядку. 4 вопроса, если зафиксирую, коротко отвечу. Первое в части, даже 5 вопросов. Первое в части перенесения исправительного учреждения.
Будем прорабатывать. У меня сейчас нету готового тоже ответа на этот вопрос. Я на следующей неделе провожу совещание вместе с Федеральной службой исполнения наказаний, с руководителем территориального органа. Там мы, конечно, в большей степени планировали затронуть вопросы социализации заключенных, выходящих из соответствующих учреждений и трудоустройства их, и размещения заказов. Но данный вопрос тоже я себе в проработку возьму, потому что я вас очень хорошо понимаю, вряд ли мы мгновенно его решим, но постепенно, конечно, если мы хотим из микрорайона Марха сделать такой, ну, действительно благоприятный, привлекательный район города, нам нужно думать над решением этой задачи, над разнесением различных учреждений целевого назначения, очевидно, влияние негативное, которое будет влиять, я себе в проработку возьму. Отношение, соответственно, 10,5 длительности детских садов работы, я тоже с вами согласен. Я вам поясню, мы сейчас прорабатываем это решение, оно окончательно не принято, и определенное наведение порядка здесь тоже нужно. Потому что у нас есть детские сады в республике, в которых режим дня составляет 24 часа, которые составляют 12 часов в сельской местности, где нет, например, ни одного ребенка, который пользуется данной услугой, но которые у нас резко увеличивают объем расходов на данную сферу. И в условиях того, что расходы за последние годы росли неконтролируемыми темпами, мы должны внимательно смотреть за смыслом тех мер, которые есть. Но я уже разговаривал и с жителями, обсуждал эту тему с главой республики, и в городе Якутске мы не будем переходить на 10,5 часов. Это я точно могу сказать. Именно мы, скорее всего, дифференцируем по городу и по сельской местности. По модельному штатному расписанию позиция примерно сходная, то есть нам нужно все равно по модельному штатному расписанию идти, потому что, опять же, у нас есть учреждения образования, в которых количество работников превышает количество детей, которые там учатся. А стоимость обучения одного ученика в год доходит до нескольких миллионов рублей. И нам, конечно, нужно тоже с этой ситуацией как-то бороться, но она в меньшей степени, безусловно, должна касаться города Якутска, где проблема обратная, где, наоборот, количество учеников на одного учителя зашкаливает и доходит до, превышает 40, даже 45 человек иногда в классе. Поэтому здесь, опять же, ситуация, она не должна коснуться в негативную сторону. Сейчас модельное штатное расписание вам направлено ровно для того, чтобы их обсудить, исходя из смысла этого решения. В конечном счете мы модельные штатные расписания будем внедрять все равно, просто они должны носить правильный характер. В них не должно быть вот этих перекосов. И это же, в общем, касается оплаты труда. Я точно могу сказать, что оплата труда не будет понижаться ни у кого, но она может повышаться разными темпами. Сложились некоторые дисбалансы, и некоторые высокооплачиваемые специальности оказались дискриминированы по сравнению с менее высококвалифицированными. Вот эти вещи мы будем корректировать, но опять не путем сокращения заработной платы, а просто путем более медленного роста тех категорий, которые росли опережающими темпами. Но я точно могу сказать, я не могу гарантировать, что ни один человек не будет понижен, потому что мы, как республика, все равно отслеживаем, то есть я беру статистические формы, все равно усредненные на республику, я не могу до конкретного учителя доходить, но такая установка дана всем руководителям, всем главам муниципальных образований. Уверен, что Сардана Владимировна в своей компетенции тоже это будет отслеживать. Если какие-то там вопросы будут, мы совместными усилиями будем исходить из того, что зарплата не должна понижаться. Расти она может разными темпами. Вот. Поэтому спасибо за вашу позицию. Активно будем двигаться по обозначенному нам вопросу. Так, пожалуйста. Здравствуйте. Аверьянова Вера Ивановна, я председатель СМТ-1. Мы находимся на территории пригородного, и у меня два вопроса. Первый вопрос я озвучу, он касается переноса конечной остановки 9, маршрута номер 9. Мы находимся очень далеко от города, и у нас дети ходят в школу 2-3 километра. Мы писали в администрацию города письмо, нам ответили, что дорога не соответствует требованиям ГОСТа, асфальтами. Но у меня вопрос, когда будет проложен асфальт, хотя бы на 2 остановки увеличить нам протяженность маршрута. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня касается газификации наших улиц. Мы подготовили письмо, я не буду рассказывать все. Хотелось бы просто вам его вручить и получить на него ответ, потому что здесь много.
Спасибо за вопросы. Я, опять же, честно скажу, что я предметно именно в этот вопрос не погружен. Я возьму его на заметку себе. Вопрос приведения в нормативное состояние улиц, он действительно стоит, и мы не можем пускать общественный транспорт до тех пор, пока соответствующая дорога не соответствует требованиям безопасности. Я думаю, что Александр Евгеньевич сейчас тоже конкретно по этому участку дороги министр транспорта, который присутствует здесь, не скажет, но мы утвердили сейчас план ремонтных дорог, я уже озвучил это в своем выступлении, общая протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, должны достичь 85%. Я посмотрю, скорее всего, дорога, которую вы говорите, пока в них не входит. Но нам, конечно, нужно, чтобы мы не только действующую дорожную сеть приводили в нормативное состояние, но и расширяли ее, как в вашем случае, когда дорога по факту, скорее всего, не узаконена, не имеет нормативного статуса, но люди-то живут и пользуются ей. Я тогда, Александр Евгеньевич, попрошу вас на заметку тоже взять, вот, чтобы нам, когда мы следующий этап строительства дорог будем смотреть, и вместе с Адамом Владимировым, чтобы те дороги, которые наиболее популярны, мы, конечно, включили. А вслед за этим мы сразу остановку будем двигать. Да, и как раз у нас есть поручение Алексея Сергеевича относительно вот внутриквартальных дорог, да, вот тех дорог. Поэтому, да, действительно, по 9 маршруту, пока дорога не приведет в соответствие, там, к сожалению, вопрос пока не решается. Ну вот как Владимир Викторович сказал, что там планы будут расширяться, будем смотреть. И хорошо, что вы задали этот вопрос, он входит в перечень контрольных сейчас поручений, поэтому должно сдвинуться что-то. И по классификации, вот я передала письмо лично. Пожалуйста, ваш вопрос. Подойдите к микрофону, да. Я специалист по работе с населением, управляющая компания Центральная аварийно-диспетчерская служба. Сажигалова Алена Жоржевна. Так, ну, наверное, многие коммунальщики столкнулись с ситуацией черных вод, горячей и холодной воды с 13 марта по 15. Так, но суть в другом. Суть заключается в следующем. Жители будут обращаться, то есть ко мне уже весь телефон, так как я состою, да, в группах общедомовых, с заявлением о перерасчете. Ну, наверное, все понимают, что управляющая компания вины здесь нет. А вот вина возлагается на водоканал. Ну, если меня поддержат коммунальщики, то вообще-то тогда управляющие компании понесут убытки. А должно убытки, мне кажется, справедливо понести должен водоканал. Ну, то есть вот такая ситуация у нас сложилась, да, по фондам в городе Якутске, да, вот с этими сводами. Наверное, все, наверное, жители-то столкнулись, да, с этой 2 дня горячая холодная вода была горячая, правильно текла? Так что, думаю, коммунальщики меня поддержат. Правильно? Вот, спасибо большое. Алена, так, Алена Жоржевна. Жоржевна, за ваш вопрос, да, я просто хочу сразу тогда, я в курсе проблемы, которая была, но с точки зрения юридической ответственности, тогда, наверное, министр ЖКХ Дмитрий Дмитриевич прокомментирует. Да, извините, я сегодня не смогла дозвониться до прямого эфира. Нет, а у нас не присутствует Дмитрий Дмитриевич, нет? А, вот же он. Я еще удивился, что он сидит прямо передо мной. Видите, дозвонились. На самом деле такой факт был зафиксирован, но между тем мы можем подтвердить, что с водоканала вода подается чистая, та, которая, как бы, соответствует ГОСТу. Другое дело, транспортирующие, да, или те же сети, которые у нас есть в городе, они оставляют желать лучшего. И на самом деле, когда такая картина в прежние годы происходила, только через суд произведен перерасчет. В данном случае я, наверное, могу констатировать то, что и в этой ситуации, наверное, надо будет проходить через суд.
Ну, я согласен, нам нужно только меньше просьбы. У меня все-таки это не на граждан, чтобы легло, а нам как-то взять, разработать алгоритм, кто комиссионным все-таки определит ответственность. Если необходимость, давайте судебным решением определять ответственность. Трубы не были промыты, сети не в нужном состоянии были, водоканал не ту воду дал. Просто документально нам нужно подтвердить, чтобы ситуация выходить и была определенность, как дальше двигаться. Хорошо, мы организуем комиссию, да, тогда совместно с управляющей компанией, с городским округом города Якутска и разберемся. Да, спасибо. Пожалуйста, такое поручение давайте зафиксируем. Алена Жоржевна, еще вопрос, да? Да, у меня есть вопросы. Так как у меня большой фонд, да, ну то есть у меня на фонде живут, вот что меня очень даже беспокоит, это ветераны Великой Отечественной войны, да, ну люди уже, то есть кому за 70. Я столкнулась буквально позавчера с такой проблемой. Людям, это Ярославского 6, квартира 24. Это у меня, в принципе, вопрос фонду капитального ремонта. Изначально люди оплачивали полностью 100%, хотя по указу Республики Саха-Якутия свыше кому за 70 оплачивают 50%, да? 80-100. Но по позавчерашний день оплата производилась 100%. Я подошла в агентство субсидий Курашова 1/1, я переговорила с начальником отдела, я переговорила с замдиректора, так как самого директора не было. Да, мне пояснили, перерасчетом, ну то есть компенсирую, да, но за год. Да, я никаких претензий, то есть, не имею, потому что это распоряжение, да, как говорится, за 12 месяцев. Но тогда у меня, понимаете, просто, я не знаю, кто мне сможет на это ответить, а кто же компенсирует этим старикам, которые должны заботиться о стариках, да, а не их же, как говорится, обтирать. Кто им компенсирует за эти все годы их оплату 100%? Вопрос Алены Жоржевны правильный, с одной стороны, с социальной точки зрения. С другой стороны, вы сами ответили, что вот у нас, как у правительства или у Министерства ЖКХ и непосредственно у фонда капремонта сейчас, как я понимаю, возможности компенсировать нету больше, чем на год. Поэтому я попрошу... Как еще раз? Агентство субсидий компенсирует за год, а фонд капитального ремонта... Агентство субсидий. У меня тоже тогда в адрес Дмитрия Ильича Садовникова, министра ЖКХ, поручение разобраться с этим, при необходимости инструктировать. Я, правда, боюсь, что здесь опять же суд нам будет единственным решением, я думаю. Но юристы должны дать оценку. У меня просьба проработать вопрос при необходимости с подключением Департамента государственного правового и разместить на сайте информацию для граждан, как, в каком порядке можно делать. Есть суд, в судебном порядке с приложением в адрес кого судебное соответствующее иск подавать. Если можно во внесудебном, то во внесудебном. Пожалуйста, просьба проработать. Огромное спасибо. Также я очень прошу просто, то есть помочь старикам, да, как-то. Это понятно, что просто нужно понять, чтобы как... без судебных, понимаете, как-то чисто по-человечески, просто решить вопрос. Вот и все. Это наши старики. Их осталось очень мало. Я понимаю, но, к сожалению, у нас, как в государстве, если бы я бы мои деньги дал, я бы, конечно, мог это сделать. Но когда я государственные деньги дам просто так, потому что я считаю нужным это сделать, на следующий день придет прокуратура и спросят меня, или Дмитрия Ильича, или Сардану Владимировну, почему мы сделали не в соответствии с законом. К сожалению, мы находимся сейчас в государственных отношениях, а государственные отношения, они должны быть подкреплены нормативными основаниями. Мы проработаем вопрос, я уже поручение дал, и в соответствии с законодательством проинформируем, каким образом мы можем нашей важной для нас очень категории, нашим пожилым гражданам, которые незаслуженно и без оснований переплатили средства, вернуть эти средства, но без нарушения закона. Да, огромное спасибо. Я еще хотела сказать, что как раз даже та же прокуратура, она поддержит и нашего главу города и главу республики, что именно, что касается стариков. Вот. Ну, я хочу продолжить еще совсем буквально. Если можно последний вопрос, да. чтобы... я вот, видите, у меня как-то все вот на моем фонде почему-то очень много вот именно стариков и ветеранов. Так, ко мне также обратились ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают на Чернышевского 16 и 16/1. Вот, они просят
То есть я обращалась уже, то есть центральный округ к этому не относится, это именно окружная администрация города Якутска, ближайшие полицейские, так как дорога. Вот, в зимнее время скользко, вот, ну, то есть старики ходят, да, ну, то есть старенькие, престарелые люди. Вот, так что, пожалуйста, я прошу решить этот вопрос по поводу каких-то ограждений именно для наших ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо большое. Мы, значит, соответственно, в протоколе мы передадим это на комиссию по безопасности дорожного движения, рассмотрим, я думаю, решение будет принято. Спасибо большое. Так, можно еще один единственный вопрос? Извините, пожалуйста, люди ждут, стоят, пожилые люди в том числе. Давайте. Понимаете, этот вопрос касается вообще всего города, ветхого аварийного жилья. Согласно приказу Минстроя Российской Федерации от 19 декабря 2018 года, да, приказ по субъектам Российской Федерации определить стоимость 1 квадратного метра на первый квартал 2019 года. Это социальные выплаты, то есть переселение ветхого аварийного жилья, если люди соглашаются, то есть жилья свободно от третьих лиц не имеется, люди соглашаются на мировое соглашение. Им предлагалась сумма 62 515 рублей. Но это у нас норма на 2018 год. Вот. До сих пор, по настоящее время, и тем более на квартал 2019 года, Минстроем Республики Саха-Якутия стоимость 1 квадратного метра на первый квартал 2019 года не установлена. Так что, пожалуйста, прошу тоже принять сведения и как-то решить эту проблему. Хорошо, спасибо. Ну, я поручу Минстрою, у нас первый замминистра Галина Геннадьевна Новикова присутствует. Вот, я тогда попрошу тоже проработать, какой у нас сейчас реальный стоимость, чтобы нам пересмотреть, если такая необходимость есть. Пожалуйста, еще вопросы есть. Здравствуйте. Так, добрый день, дорогие горожане, Виктор Васильевич, Светлана Владимировна. Ну, Виктор Владимирович, первый отчет Владимира Викторовича, Мария Николаевна Христофорова, депутат от набережного округа города. Не узнал вас издалека, зрение. Ну, это ваш первый отчет правительства, в качестве председателя правительства, вы уже были в УЛУСах и так далее. Наверное, уже сложился такой комплекс вопросов, которые самые первоочередные для вашего решения, на ваш взгляд, какие-то приоритеты, наверное, вы для себя выстроили, да? Все это я, конечно, понимаю, но я хочу задать два вопроса, которые волнуют и моих избирателей по набережному округу, и вообще жителей всей республики, у нас председатель правительства. Это первый вопрос касается детей войны. Мы приняли в прошлом году в первом, втором и третьем чтении закон о детях войны, об этом статусе. Такой статус существует. Сейчас дети войны активно оформляют удостоверения, которые подтверждают данную категорию. Но мы понимаем, что та 1000 рублей, которая предусмотрена на основе этого закона, достанется только тем детям войны, которые более никакими льготами не пользуются. Но это, скажем, очень малая доля этой категории населения, да? В других регионах, в Красноярском крае, там так далее, применяется, что они независимо от иных выплат каждый месяц, например, по 700 рублей, по 400 рублей имеют, либо единовременную выплату один раз в год перед Днем Победы имеют тоже в порядке 5000 рублей в одном из регионов Российской Федерации. Вот сейчас к нам очень многие обращаются, и для того, чтобы этот закон был не просто как бы определением их статуса, конечно же, хотят наши старшие поколения, которые имеют совершенно маленькую пенсию, которая зачастую только-только пьет с прожиточным минимумом и так далее, конечно же, хотят получить какие-то дополнительные средства. Будущий год у нас юбилейный год Победы. Возможно ли, вот мы, конечно, депутаты, этот вопрос будем ставить, я думаю, мои коллеги меня поддержат в этом вопросе. Если мы обратимся в правительство за тем, чтобы наши ветераны хотя бы по 500 рублей в месяц сверх всех выплат имели, в такой богатой республике мы живем, да, поддержит ли нас правительство?
Спасибо, Мария Николаевна, за ваш вопрос, но мы тоже не первый раз его обсуждаем, и, безусловно, на площадке ЗАГС Собрания мы, я думаю, что вернемся к нему. Вот. Вопрос поддержки ветеранов, конечно, мы поддержим, я уже говорил, что у нас есть прямое поручение главы республики проработать комплекс дополнительных мер поддержки в связи с 75-летием. Какая конкретная... Это ветераны войны, ветераны тыла, я так понимаю, это другая категория. Я понимаю. Конкретная конфигурация тех мер поддержки, которые есть, она будет проработана. То есть нам с вами вместе нужно будет проработать, исходя из объема общего денежного обеспечения, которое будет необходимо для обеспечения льготы, чтобы нам установить объем дополнительной выплаты, который будет нужно, расчеты провести. Соответствующее поручение давайте в адрес правительства я зафиксирую. Я знаю, что определенные прикидки уже Минтруда делала. Вот. Но давайте вернемся к этому и вместе, исходя из возможностей бюджета, который будем определять вместе с вами, в вашем решении он определяется, вот, определим тот объем поддержки, который именно на это направление мы можем выделить. Я уверена, что и в УСах этот вопрос тоже вам ставили, да, наверное? Вот. И второй вопрос, это вопрос, который многие здесь меня уверенно поддержат, это вопрос наших наболевших лже-кафе. Вы, наверное, знаете о таком виде предпринимательства, называется лже-кафе, прекрасно существует, процветают. В одном только строительном округе города Якутска, вот как нам глава информировал, 89 лже-кафе и более десятка банкетных залов, ресторанов и так далее и тому прочее. Конечно, порядка в городе не прибавляет. Учитывая то, что у нас, конечно, большие проблемы с участковыми и так далее, вообще и правонарушения у нас желают лучшего, да? Ваши личные отношения, ну, конечно, вы не обсуждаете те постановления, которые приняты правительством Российской Федерации. Сейчас новая поправка, дорогие товарищи, намечается. Наше правительство Российской Федерации собирается укоротить расстояние от 65 до 50 метров до социальных объектов от этих питейных заведений. Да? Конечно, я удивляюсь, наверное, больше других забот у нас нету, но вот решили вот таким образом, и это инициатива Краснодарского края, курортные зоны. Конечно, там туристов чем-то надо развлекать, им надо как можно больше прислаживать мест для того, чтобы они свой досуг каким-то... Но условия Краснодарского края и Республики Саха-Якутия, это, конечно, совершенно разные вещи. И понимая то, что вы, конечно, патриот Дальнего Востока, вы работали в структуре нашего полпреда по Дальнему Востоку, все прекрасно понимаете, что какие у нас проблемы здесь, да? Нас сравнивать с Краснодарским краем абсолютно невозможно, это во-первых. Во-вторых, по тем же лже-кафе сегодня, вот буквально на этой неделе во вторник, я встречалась со своими избирателями, люди инициируют референдум. Вот референдум конкретно по этому вопросу для того, чтобы увеличить расстояние до социальных объектов от этих злачных мест и до 300 метров включительно. Понимаете, если люди поднимутся на референдум, вот как будет строить свою позицию наше правительство? Вообще лично ваше отношение какое? Мне это очень интересно знать. Спасибо. Спасибо за вопрос, Мария Николаевна. Меня тоже волнует, и я хочу сказать, что мы как раз активно очень сейчас его прорабатываем на уровне главы республики и правительства. Дело в том, что у нас в апреле 2019 года намечено проведение Государственного совета Российской Федерации. Это один из высших таких органов, который всегда проводит лично президент Российской Федерации, который является площадкой по обсуждению вопросов со стороны регионов в адрес федеральных органов исполнительной власти по волнующим моментам. Государственный совет в апреле 2019 года будет посвящен вопросам демографии и связанных с этим моментом, и Асен Сергеевич Николаев возглавил подгруппу, которая как раз занимается вопросами здорового образа жизни, его влияния на демографические и репродуктивные особенности населения. И один из вопросов, который Асен Сергеевич наиболее остро ставит сейчас, будучи руководителем этой подгруппы, как раз то, что вы обозначаете, вопрос лже-кафе и регулирования. Какой подход мы сейчас прорабатываем, чтобы для него подготовить более аргументированную позицию? Она заключается в следующем. Ну вот есть те моменты, о которых вы остановились. Первое. Вы абсолютно правы в том, что условия регионов разные. Разные особенности, разные привычки, разные отношения к аспектам продажи алкоголя. И одно из предложений рабочей группы будет передать это регулирование на уровень регионов.
Тогда это позволит нам, с одной стороны, в Краснодарском крае сохранить то расстояние, которое будет приемлемо для развития малого и среднего бизнеса, направленного на обслуживание туристов, а для нас, например, в северных наших территориях сохранить то расстояние, которое для нас приемлемо для того, чтобы не допустить спаивания и вымирания нашего населения. И вот это, я считаю, что наиболее конструктивное решение, потому что после этого ряд полномочий на муниципальный уровень передает, потому что, опять же, условия города Якутска, условия сельской местности, они тоже различны, и тоже разное регулирование должно применяться, потому что одно и то же расстояние в условиях города и деревни, оно по-разному воспринимается. Поэтому вот это будет наше ключевое предложение, одно из них. И в отношении ЛЖКафе тут ключевой ведь вопрос – это отделить. Нам нужно выработать работающие критерии по отделению кафе от не кафе. И в тот момент, когда мы это сможем сделать, мы все регулирование, которое направлено на торговлю алкоголем, распространим на вот эти ЛЖКафе. Сейчас мы с Минздравом, с профильным ведомством обсуждаем, какие это могут быть критерии. Один из них – это соотношение, например, выручки от продажи алкоголя и от продажи продуктов питания. И как-то урегулировать, что если оно превышает определенное значение, то это уже не кафе, а точка продажи. Вторая, какие-то требования, может быть, к площади, еще что-то. Нам нужно с вами вместе сформулировать требования, которые будут объективные и которые не подлежат двойной трактовке, которые позволят нам однозначно отделить законопослушного предпринимателя, который держит кафе и не нарушает общественный порядок и ничего не нарушает в городе и в его пространстве, и наоборот, который служит в чем-то привлечением тоже туристов, и действительно ЛЖКафе, которые направлены абсолютно на деструктивную функцию, которую нам нужно регулировать, закрывать и распространять на них все действие регулирования по продаже алкоголя. Вот это в отношении позиции, которую мы сейчас готовим в составе правительства, которую, я уверен, что Александр Сергеевич, как председатель, как руководитель этой подгруппы, в апреле на уровне президента будет озвучивать. И я сейчас уже смотрю по реакции, что в целом она очень большую поддержку находит в регионах, в Минздраве, во всех заинтересованных структурах. Будем доводить до результата. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Представьтесь, да. Шаманова Галина Спиридоновна. Мы поговорили с Семеном Даниловым, 18, квартира 7. В январе 2016 года наш дом, полдома подъезд горел. Александр Сергеевич обещал нам квартиру на Светлого 2. Муниципальное жилье. Мы так ничего не получили. Ткаченко Игорь Владимирович нам Васильевич ничего не выделил. Когда будет сноситься наш дом вообще, и когда квартал будет? Семена Данилова, 18. И временного жилья маневренного, когда будет жилье? Мы снимаем уже 4 года, платим свои деньги за жилье, по 10, по 15 тысяч в месяц. Я по этому конкретному адресу не знаю, Анна Николаевна Александрова здесь присутствует, наверное, да? Наволоков. Александр Владимирович, поясните, пожалуйста, по этому адресу конкретно. Заместитель руководителя департамента жилищных отношений. Добрый вечер. Данный дом, он попал в программу федеральную, получается, дома, которые будут расселяться с 2012 года по 2017 год. Данная программа будет утверждена в апреле, и сроки расселения ориентировочно по вашему дому 2021 год, 2020-2021 год. Это в программе, но сам список домов и снос он будет утвержден в апреле этого года. По маневренному фонду? По маневренному фонду граждане могут обратиться в заявительном порядке, рассмотрим предложенный вариант. Так, ну давайте поступим иначе. Вы адрес услышали, имя услышали, надо будет необходимый ответ дать. Хорошо. Тут тоже тогда у меня просьба, на которую поставить, чтобы мы посмотрели. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня опять Громовского 4/1, 4/2. Буквально, извините, пожалуйста, буквально недавно вот старая была детская площадка, ребенок сломал ногу. То есть, да, мы обратились, спасибо, но администрация эти, убрали, да, старые. Пожалуйста, я вас очень прошу. Помогите, не то, что даже Амосова 4/1, 4/2. Давайте как-то облагораживать, как-то
все вместе, чтобы эти детские площадочки, ну что-то, как-то, вот, понимаете, чтобы дети во всех детях, чтобы им было. Ну, я думаю, что это вопросы нашего местного значения, и на отчете правительства республики, я думаю, что, ну, тем не менее, вписали, значит, и глава управы здесь присутствует, он слышит. Но я абсолютно с вами согласен, что заниматься развитием нашей среды, конечно, нам всем нужно. И мы думаем над подходами. Садан Владимирович все это права, что мне как представителю правительства, конечно, сложно конкретными адресами заниматься. Но вот у нас в правительстве даже создано специальное подразделение архитектуры, главный архитектор республики Дмитрий Алексеева, известный нам всем, вот, которая занимается в том числе вот новыми подходами к благоустройству, к облагораживанию и так далее. Уверен, что мы продолжим эту работу. Пожалуйста. Пожалуйста. Александр Бугазов, Гагаринский округ. Я проживаю в Можайского 13/5. Мимо моего дома установили хорошую дорогу. Спасибо большое. Но не сделали также ни одного пешеходного перехода лежащего полицейского. А через дорогу находится школа номер 30 и детский сад «Радуга». Утром родители ведут детей в садик, перебегают дорогу, потому что машины, дорога хорошая, сейчас объезжают Портовское шоссе, проезжают через, получается, мой дом. Также я своего ребенка веду в садик, также налево-направо побежали. И первоклашки также, второклашки, третьеклашки через эту дорогу. Сейчас тем более скользко. Я прошу вас, как орган исполнительной власти, посодействовать по установке хотя бы парочки лежачих полицейских и пешеходного перехода. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, соответственно, включаем протокол и вносим на комиссию по безопасности дорожного движения главу управы Гагаринского округа Ахмедову. Прошу проконтролировать. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Соловьева Зугуровна. Виктор Владимирович, да, вас зовут? Не важно. Не важно. Не важно, так не важно. Владимир Викторович. Вот вы упомянули тут Платона Алексеевича Ионского, да? Это очень, конечно, прекрасно, что вы его упомянули. А вы знаете, что было революционером, да? Вот есть такой анекдот. В 17-м году революция, значит, идет, барыня сидит в своем собственном доме, внучка декабриста, и шум. Она говорит своему дворнику: выгляни во двор, посмотри, что там за шум. Дворник вышел, заходит и говорит: а там, говорит, революция идет. А что же, говорит, хотят революционеры? А революционеры хотят, чтобы богатых не было. А барыня так задумалась: странно, а мой дед, наоборот, мечтал, чтобы не было бедных. То есть, фактически, вот вы когда говорите о бедности, да, у меня сразу возникает такой вопрос. Какова тактика борьбы будет с этой бедностью? У нас очень много говорят о бедности. Особенно об этом много говорят богатые люди. Ну, это понятно. Значит, чтобы не было революции, да? И вот я хотела узнать, допустим, человек, попавший в нужду, вот какие гарантии социальные гарантирует ему наша республика? Я, например, вот этих социальных гарантий на сегодняшний день не вижу. Потому что я по состоянию здоровья стала как бы, у меня были ограниченные физические возможности. И вот что самое странное, да, я вот когда столкнулась вот с этой бедностью, я поняла, что у нас система такая в республике сложилась, да, она не направлена на того, чтобы вот устранять эту бедность. Понимаете, я вот понять не могу, как вы будете эту бедность в стране, то есть в нашей республике, устранять. Майские указы, я так поняла, это одна из целей борьбы с бедностью, но майские указы были еще, значит, когда они были, это вот когда вот, я помню. В 12 году. Да, первый этап, да, был. Ну, таких, знаете, ожидаемых результатов нет. Теперь идет второй этап, да, ну, здравоохранение, это все понятно. Да. Я вот хочу вас спросить, вот тактику, какую будете применять? Скандинавскую, вот там очень успешно свою эту проблему решили. Ну, вы же все-таки вот как-то у вас имеется, наверное. Спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Мы много сейчас над этим работаем. Я уже об этом говорил. Тактика, если в двух словах, будет заключаться в следующем.
мы сейчас определяем те категории населения, которые наиболее нуждаются в нашей поддержке. Вот я уже упоминал, что сегодня с утра длинное совещание мы проводили, еще будем на следующей неделе продолжать, потому чтобы сфокусировать наши меры поддержки на тех, кто действительно в большей степени в них нуждается. Я приводил цифры: 13,5 миллиардов рублей было направлено в 2018 году только на социальные выплаты. Но нам нужно сделать так, чтобы эти выплаты доходили до тех, кто действительно в них нуждается. Вот это будет первое и такое, я бы сказал, ключевое направление нашей работы. Помимо этого, безусловно, нам нужно работать в целом над предотвращением бедности, и это в том числе бедность в семьях с детьми, отсутствие трудоустройства среди молодежи, борьба с безработицей и обеспечение приемлемых условий работы и возможностей для трудоустройства в сельской местности. Это второе направление. Ну и третье, на самом деле, важное направление, потому что бедность складывается из двух частей: из низких доходов и из высоких расходов. Это сдерживание роста расходов. Мы сейчас все знаем, насколько выросли расходы в 2018 году по разным направлениям, но уже сейчас мы работаем по всем ключевым направлениям сдерживания роста расходов. Особенно это топлива моторного касается, особенно это касается завоза продуктов питания. Ну и, например, тот же самый Ленский мост, на наш взгляд, будет способствовать удешевлению продуктов и товаров, которые здесь, в Якутске, будут доступны. Комплексный план, в который и стратегию, и тактику включает, сейчас мы доформируем, и обязательно после этого публично для обсуждения представим, в том числе, чтобы, Зоя Егоровна, вы и все заинтересованные могли высказать свое мнение и принять участие в его обсуждении. Спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Строгова Екатерина Алексеевна, директор музея города Якутска. Можно я задам вопрос Антоне Владимировне? Ну, на фоне тех проблем, которые здесь озвучили предыдущие выступающие, мой вопрос может показаться мелким, но для развития городской культуры и для меня лично этот вопрос чрезвычайно важен. Очередной раз прошу Светлану Владимировну принять меры к тому, чтобы музей в ближайшее время получил достойное помещение для своей работы. Подчеркиваю, достойное, потому что те два предложения, которые не поступили в ближайший месяц, категорически неприемлемы с точки зрения безопасности. Екатерина Алексеевна, во вторник в 15 часов подойдите, потому что мы ждали, пока закончится инвентаризация, мы разговаривали сейчас с вами, да? Значит, предложение вам направлено, они вас не устраивают, давайте сядем, обсудим, посмотрим, хорошо? Спасибо большое. Во вторник 15 часов. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Соловьева Елена Николаевна. Как представитель села Старая Табага, мы, жители, обеспокоены строительством этого мостового перехода. Есть ли варианты обхода нашего села, так как это историческое село, и на наши земли наложены обременения? То есть мы не можем не строиться, не расширяться и так далее. Не можем даже продать, получается. Будут ли сняты вот эти все обременения с этих вот 51 дома? И разрешит ли правительство снять вот эти вот обременения? Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна, за ваш вопрос. Ваша обеспокоенность понятна, потому что, конечно, большое строительство, которое предполагается в районе Табагинского мыса, оно не может вас не затронуть. Ну, одновременно задача строительства моста, она сейчас для нас главная, поскольку мы вот смотрим по расчетам, что каждый житель Якутии, благодаря строительству мосту, у него в месяц расходы сократятся на 1000 рублей за счет того, что произойдет удешевление продуктов питания, товаров первой необходимости, топлива и так далее. То есть можно вдуматься, что 965 тысяч человек в Республике Саха-Якутия в каждый месяц получат удешевление на 1000 рублей. Ну и другие эффекты. То есть нам мост, нужен ли мост или нет, я думаю, что вопрос однозначно нужен. Возможно ли строительство моста в другом месте? Это один из первых вопросов, которым я тоже, когда мы только подходили, я только возглавил правительство, задавался, и ответ нет, невозможен. Строительство моста в другом месте приведет к его удорожанию кратному, даже не в 2 раза, а в несколько раз. Поэтому только Табагинский мыс в районе Якутска, то место, где возможно строительство моста в приемлемые денежные средства.
Третий вопрос. Какая возможна трассировка моста, чтобы минимизировать то, как будет затронута деревня сама, Старая Табага? Мы сейчас рассматривали внимательно 3 варианта трассировки, по ним были зарезервированы участки, мы выбрали самый так, наименее, медицинский термин, наименее инвазивный, тот, который менее всего затрагивает село. Но определенным образом он его затронет. То есть определенное количество участков мы их действительно зарезервировали. По информации я до нашего совещания как раз обновляла, 60 земельных участков сейчас зарезервированы. Они будут зарезервированы, потому что нам нужны эти участки для строительства мостового перехода. Всем гражданам будет предоставлена соответствующая компенсация. Дальше мы проработаем вопрос так, чтобы дорога, мост, съездные пути с него не разрушили село, а была возможность перемещения нормального, были нормальные условия созданы для защиты от шума и так далее, и других эффектов. Но и мы, безусловно, будем эти варианты планировки обсуждать с жителями, которые, я еще раз повторю, я очень понимаю ваше беспокойство. Но одновременно задача эта имеет общий республиканский характер, и других мест для ее решения нет. Поэтому мы будем, консультируясь с вами, искать пути, как мы менее всего можем беспокойство вам доставить или компенсировать то беспокойство, которое доставляется, но при этом реализовать знаковый для нашей республики проект транспорта. Вот вы сейчас говорите, будут компенсации, все такое. Я в 2016 году купила там дом на материнский капитал. У меня есть свидетельство на меня, на моих детей. Буквально в сентябре месяце, я уже задавала Сардане Владимировне этот вопрос, она была у нас в ТВГ. В сентябре месяце я начала узнавать по поводу моста, попадает ли мой дом под строительство, да? Мой дом попадает. И оказывается, у меня теперь нету земли. То есть моя земля, которая стоит под домом, она принадлежит теперь государству. Как мне восстановить теперь документы? Последовательность действий, она есть. Я думаю, что вы можете проконсультироваться с Евгенией Васильевной Григорьевой, министром имущества и земельных отношений. Я предлагаю сейчас не занимать на это, вы можете сразу после подойти. Вот Евгения Васильевна в первом ряду сидит. Вот она саму процедуру объяснит. Безусловно, если у вас земля оформлена в собственность, то никто не может ее изъять без предоставления компенсации. Законом предусмотрен порядок определения размера компенсации и выделение средств. Я со своей стороны могу вам обещать, что помимо вот такого, скажем, законодательно регулированного минимума по компенсации, мы будем смотреть, чтобы по смыслу были компенсированы те расходы, которые вам будут причинить. Мы максимально будем учитывать то неудобство, которое будет доставлено. Я вашу озабоченность понимаю, я прошу вас, и вы абсолютно правы, не откладывая, с Евгенией Васильевной, как ответственным министром республики, проработать и понять алгоритм действий для себя. Я бы хотела немножко уточнить, Юрий Дмитриевич. Насколько я помню, у вас там была накладка, в результате которой земля, она вообще в стране там оказалась где-то, да? Там казуистика есть определенная. Хорошо, вы после встречи с казуистики будем разбираться. После встречи останьтесь, пожалуйста. Мы, конечно, будем стремиться по смыслу действовать. И может так получиться, что сейчас земля зарезервирована, а в итоге строительство, оно не затронет вас. Это тоже возможно. Просто нужно сейчас внимательно, я думаю, что в течение ближайших полугода уже переступим к самому проекту, более точно трассировка будет обозначена, и все варианты будут рассчитаны. Просто для нас важно тоже, чтобы у нас сохранялась эта возможность, поэтому сейчас с 1 марта эти участки в резерв поставлены. Пожалуйста, еще вопросы. У меня несколько вопросов письменных, я тогда коротко их зачитаю. Когда дети пойдут в школу номер 35 Якутской и начнутся занятия? Мы сегодня утро не начали, но продолжили с Сарданой Владимировной вместе в 35-й школе, смотрели, как там идет ход окончания ремонтных работ. Мы надеемся, что на следующих причинах, во-первых, объясню причину, почему дети до сих пор не ходят, связано это с достаточно трудоемкой процедурой получения лицензии и получения всех разрешительных документаций. Мы сейчас в ручном режиме со всеми разрешающими структурами работаем. Я уверен, что до конца следующего
следующей неделе мы разрешение получим, и 35-я школа в новом здании получит лицензию на начало образовательного процесса, и после этого уже дата, когда дети туда переедут, будет определена, она будет максимально короткой, потому что, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в новое, благоустроенное, очень хорошее здание дети как можно раньше переехали, ими там продолжили свою учебу, особенно понимая, что там созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями и инвалидностями. Ну, давайте договоримся так, что в конце следующей недели, когда мы получим все разрешительные документы, Савдан Владимирович уже точную дату начала обучения в новой школе сообщит, чтобы родители могли готовиться к переезду, и чтобы это было меньше неудобств доставило детям и коллективу. Если я не пользуюсь газовой плитой в доме с газификацией, почему я должен платить по тарифу домов с газификацией? Тариф в домах без газоснабжения ведь ниже. Вопрос известен. Я сталкивался с ним, уже мне его задавали на приеме. Мы действительно есть нормативное регулирование, которое предусматривает, что мы не можем тариф рассчитать для отдельно взятой квартиры, если для всего дома тариф плит газовых распространен. Но мы договаривались, Дмитрий Ильич, что вы посмотрите процедуру. Можете сейчас прокомментировать, какая процедура, есть ли она, чтобы отдельно взятая квартира в доме газифицированном, на нем мог быть распространен тариф без газа. Помните, мы с вами гражданина принимали, и поручение было вам проработать. Есть сейчас комментарии? Сейчас, погодите, сейчас, если можно, министр ЖКХ ответит, Дмитрий Часовой. В участиях, где есть дом без газа, естественным образом он должен был попасть под льготный тариф. Но между тем, если это связано с домом, где ранее был газ... То... Дмитрий Ильич, вопрос следующий. Весь дом газифицирован, а отдельный человек не пользуется газовой плитой. Нет, тогда не распространяется. Нет, тариф распространяется. Никакого нет механизма по распределению. Но, к сожалению, такая ситуация такая. Вот, мы не можем взять одну квартиру в большом многоквартирном доме, на нее другой тариф сделать. Мы вынуждены все равно на дом весь тариф распространять. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Народный депутат Сулстан Амран, Владимир Викторович. Значит, я по отчету, по формату отчета. Мы не услышали, что было спланировано и что было спланировано, не было исполнено. Как-то все у нас все хорошо, прекрасно, прекрасно, но на самом деле мы все понимаем, что проблем очень много и неисполненных каких-то проектов, программ было очень много. Мы это не услышали, это первое. И второе, значит, вопрос. Болезнь у нас молодеет. И очень много молодых людей, которые сидят по инвалидности. Инвалидные пенсии у них очень маленькие, но молодые люди, естественно, хотят все-таки работать, что-то зарабатывать. И вот эту проблему как-то надо решить. Это первое. И второе. У нас есть, значит, когорта молодых семей, вообще семей и молодежи невидимых, которые не охвачены заботой правительства и властей нашей республики. Это люди, которые переехали из улусов из-за того, что там нету работы, сюда переехали, они не могут регистрироваться, значит, снимают какое-то жилье в аренде, значит, проживают, да, и, значит, по специальности не работают. Вот что и как делать, как вот помочь таким людям. Спасибо, уважаемый Сулстан Маран. Я коротко отвечу по поводу формата отчета. Он обусловлен тем, что, во-первых, как уже и говорил, я впервые отчитываюсь в качестве председателя правительства, и мне, конечно, сложно отчитываться за предыдущий отчет. Я поэтому сосредоточился на ключевых моментах и уверен, что вы или другие участники отчета можете обозначить те направления, которые вас более всего волнуют и которые не выполнены. И как раз на это я постарался больше всего времени оставить. По поводу того, что болезни молодеют, действительно,
действительно эта проблема очень большая. И вообще уровень инвалидизации населения по итогам болезни, в результате болезни, она одна из наиболее волнующих нас сейчас. Мы с Министерством здравоохранения, с Еленой Ефремовной Борисовой предметно сейчас думаем, как нам снизить уровень инвалидизации в результате одного и того же заболевания. То есть один и тот же анамнез, одна и та же операция может приводить и не приводить к инвалидизации. И один из ответов, который мы пока для себя находим, это развитие реабилитации, активное развитие реабилитации медицинской. Вот даже сегодня, обсуждая то, как будет выглядеть новый кардиологический диспансер, который мы будем строить с этого года в Якутске, мы сразу сейчас будем закладывать в него интенсивную реабилитацию, то есть возможности не только по высококачественным операциям, но и по качественной реабилитации после проведения операции. Ну и кроме того, мы смотрим сейчас, какие механизмы по восстановлению системы санаторно-курортного обслуживания могут быть сделаны, как нам то лучшее, что в советское время было в этой системе, сохранить, а то, что сейчас на современном этапе реабилитации существует, добавить. Здесь есть проблемы федерального уровня, связанные с расчетом тарифов не только на саму медицинскую помощь, но и на реабилитацию после нее. Но эта проблема также на федеральном уровне понимается. Мы ее вот в рамках той же рабочей группы Госсовета, которую я упоминал, ставим сейчас и обсуждаем с Минздравом России. В отношении молодежи невидимых вопрос понятный, но мне кажется, что тут как раз я бы предложил вам, как представителю населения, как народному депутату, сформулировать предложение, как мы можем эту молодежь поддержать и обратиться с ней. Уверен, что и законодательное собрание Тумена, мы в правительстве точно могу обещать, с вниманием эти предложения рассмотрим и вместе с вами их доработаем. Спасибо. Ну и последний вопрос. По поводу охраны памятников истории культуры республиканского значения. В 2022 году будет праздноваться столетие якутской государственности. В то же время у нас есть два памятника, непосредственно связанных с этим событием, которые находятся в плачевном состоянии. Это здание реального училища и здание мужской прогимназии, которые находятся на перекрестке улиц Ярославского и Кулаковского. Какие меры будут приняты к тому, чтобы два этих объекта были сохранены и восстановлены как носители исторической памяти нашего народа? Спасибо за вопрос. Действительно, мы его внимательно прорабатываем, он сложный. В силу того, что мы сейчас, когда формируем перечень объектов, которые будут восстановлены или которые подлежат капитальному ремонту в связи с празднованием столетия, мы столкнулись с отсутствием проектов и пройденной проектно-сметной документации на ряд из этих объектов. Я попрошу более подробно Галину Геннадьевну Новикову, первый заместитель министра строительства. Это у вас же, правильно, вопрос по реальному училищу и по прогимназии, которые к столетию. Чем там у нас история закончилась? Потому что я помню, что мы занимались этим вопросом, на какое в итоге финальное решение у нас? Но на сегодняшний день действительно эти сложности они остались по поводу разработки проектной документации, по, скажем так, определению тех решений, которые бы позволили нам осуществить работы по реконструкции. Поэтому эти работы сегодня дальше продолжаются. Ну, тогда я таким образом отвечу на ваш вопрос, что мы вот сейчас тот перечень объектов к столетию, к сожалению, мы не можем включить в силу того, что нету проекта с пройденной проектно-сметной документацией. Но мы в любом случае эту документацию разработаем, экспертизу получим, и после этого, понимая объем финансирования, будем смотреть, из каких источников будем их финансировать, потому что я с вами согласен, что это, конечно, знаковые объекты для нас, и к столетию нам нужно приложить все усилия, чтобы они были восстановлены. Пожалуйста, еще вопросы есть? Здесь мне передали вопросы, значит, относительно пристроев к школам, Наталья Романовна. Значит, школа номер 17 и школа номер 1. Наталья Романовна, к микрофону подойдите, пожалуйста. Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Романовна Степанова.
Добрый вечер, уважаемые жители. Ну, что касается пристроя к школе номер 1, он у нас принятый, проектно-сметная документация разработана. Что касается пристроя к 17-й школе, как раз вот на данном этапе прорабатывается этот вопрос, и составление проектно-сметной документации возможно, потому что там ограничения есть по земельному участку. Спасибо. Ну, у меня тоже вопрос вот от Совета ветеранов Сайсарского округа Раи Яковлевны относительно увековечивания памяти Лонгинова, самого молодого героя Великой Отечественной войны, которому исполняется 100 лет со дня рождения. Необходимо увековечить это имя. Я согласен, давайте я поручу Министерству культуры, наверное, это ближе всего, соответствующую инициативу проработать, обратиться, давайте зафиксируем и необходимые мероприятия запланируем. Да, значит, участок, который мы ранее определяли, он находится, оказывается, у нас в пакете договора по развитию застроенной территории, но этот договор сейчас как не исполняющийся, он, значит, будет расторгаться, поэтому по местоположению сквера мы там должны решить. Значит, почему не асфальтируется дорога между 202 и 203 микрорайоном, а также улица Ларионова? Район 203 уже застроен и заселен. Будет ли второй выезд на Ярославского? Если нет, то почему? На единственном выезде уже сейчас пробки. Значит, улица Ларионова, она будет ремонтироваться, значит, строиться в этом году. Значит, после нее в плане дальше стоит вот эта вот улица, то есть продолжение улицы Ярославского, о которой вы сейчас написали. То есть в этом году улица Ларионова будет асфальтироваться. Пожалуйста, есть еще вопрос? Последний вопрос, да, пожалуйста. Была очень долго секретарем первичной организации «Танхи». И очень долго занималась вопросом об остановке, которая так и не решилась. Этот вопрос не решился в течение 5 лет, потому что этот участок республиканский, а автобусы городские вроде бы перенесли границу Мархи, но все равно участок остался республиканский. И никак не можем мы там не поставить остановку для людей, которые ходят по 5 километров, дети по 3 километра. До этой остановки именно. Это Чур и между Дачной и Химия, как она называется, вот эти остановки, ну как вот сделать так, чтобы все-таки достучаться, докричаться и людям сделали просто остановку, обыкновенно, даже хотя бы автобус останавливается, потому что очень тяжело люди ходят, очень. Вот именно. Агрохимия, между агрохимией и Дачной вырос огромный поселок в домов 300. Люди ходят. Так, Михаил Сергеевич Воробьев, пожалуйста. Что мы можем пояснить? Добрый день. Ну, к сожалению, я этот вопрос слышу впервые. Мы на следующей неделе посмотрим. Возможно, это речь идет о дороге, которая является республиканской. Маганский тракт. У меня предложение, может быть, прямо сейчас, после нашего мероприятия с Еленой проговорите, какой именно участок, в чем проблема, и тогда в короткие сроки дайте обратную связь, что нужно сделать. Если нужно, мы тоже можем подключиться, на контроль в любом случае поставим. Хорошо. Еще, уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет. Вот там. Нет, ну это уже был вопрос. Вопросы закончены. Новые какие-нибудь вопросы? Людмила Васильевна. Вопросы закончены у нас. Меня попросили задать вопрос, только что написали, по поводу больницы ИФАН. Как дела? Все ждут, когда все решится, будет хорошо. По поводу больницы ИФАН вопрос. Да, как раз. Вопрос, он в острой стадии обсуждения. Я тогда Елену Фраимовну попрошу, министра здравоохранения, проинформировать, какой текущий статус решения. Добрый день, уважаемые жители. Спасибо за приветствие. Что касается больницы ИФАН, народное название, сейчас называется ЛЦПМП. Это учреждение федерального профиля.
принадлежит Академии наук Сибирской. И действительно там ситуация сегодня в таком статусе. Определяется ее принадлежность. Дело в том, что изменилось законодательство, и ЕНЦСХАМ не имеет возможности сегодня заниматься оказанием первичной медико-санитарной деятельности, а только научной, согласно своей основной деятельности. Соответственно, стоял вопрос либо о закрытии первичного звена, либо о передаче его в Министерство здравоохранения. Буквально 25 числа мы ждем Министерства образования Российской Федерации для того, чтобы они определили все-таки, как им выгоднее содержать эту больницу. Либо передать на пользование Минздраву, либо сохранить за собой, но уже без первичного звена. Спасибо. Так, уважаемые участники встречи, значит, мы подводим итоги отчета правительства перед населением города Якутска, завершающее мероприятие. Поступило очень много вопросов, они касались как полномочий муниципалитета, так и были поставлены очень серьезные вопросы, очень нужные, важные вопросы. Я полагаю, что мы услышали и ответы, и я думаю, что в ближайшее время вот по тем вопросам, которые будут включены в протокол, мы получим конкретные ответы и решения. Разрешите заключительное слово предоставить Владимиру Викторовичу Солодову. Спасибо, Сардана Владимировна. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить вас за внимание.